Здравствуйте, вас приветствует команда Touch Life. Сегодня мы приехали в Дом национальности в городе Санкт-Петербурге, чтобы осветить мероприятие, главным организатором которого является Молодежный совет при Координационном совете таджикской диаспоры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. راستی گپ ما نمیدونیم در اینجا چی مسئله‌ها رو حل میکنند، اما شهروندان ما جمع اومدن تا اینکه سوالهای خود رو بدهند یا اینکه یگان معلومات بگیرند. پس تماشا می‌نماییم. Председатель Координационного совета таджикской диаспоры по городу Санкт-Петербург, Ленинградской области. У нас представитель Министерства труда Республики Таджикистан в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Расул Фургунали. И у нас председатель общественной организации Аджам, Фарумуз, председатель молодежного совета у нас получается. Я заместитель председателя Координационного совета таджикской диаспоры. Мы очень рады, что мы к этому долго шли. Да? Я тут немножко вы представляли, я проживаю здесь уже 30 лет. Когда-то приехал сюда, как вы, студентом, закончил училище, закончил технику. Вот такая была. Мы когда-то приехали из Душанбе сюда, потом закончил университет педагогический имени Герцена, закончил Академию государственной службы. Очень приятно. Спасибо за представленное слово. Насколько мне сейчас объяснили, это исторический момент, когда создается молодежный совет при Координационном совете таджикской диаспоры в городе Санкт-Петербурге. Действительно, это знаменательная дата. Тем более, когда еще начинается первое заседание, и когда определяются приоритетные направления данного совета, очень приятно, и чтобы внести его свою тоже лепту. Как уже тут сказывалось, о том, что действительно город Санкт-Петербург является северной столицей Российской Федерации. Действительно, это является очень историческим местом. И как вы уже знаете, сама Россия, она Евро и Азия. Правильно? Это значит между Европой и Азией. Это соединяющее то звено, которое действительно преобладает и азиатскими манерами, и европейскими. Значит, я тоже вот с 92-го года здесь живу. Я тоже закончил аспирантуру здесь, защитил диссертацию по истории этнографии. И особенно вот моя тема диссертации была историко-этнографические исследования исмаилизма в Афганистане. Поэтому, значит, я знаю наш народ и с той стороны, и с этой стороны, ситуацию, которая там была. Но, тем не менее, после того, как мы здесь закончили учиться, мы остались здесь, и моя семья, мои дети тоже здесь живут там. Значит, я что хочу сказать. Значит, мы не первопроходцы. Вот Акей Бахтибек, в частности, он приехал раньше нас здесь. Но поскольку мы познакомились с ним, и нам было легче, слушая его наставления, его значит, указания, которые он нам давал, как дальше работать, как дальше жить, как устроить свою жизнь, каким образом. И вот это именно вот такие организации, в которых мы смогли объединить наших, скажем так, просвещенных таджиков, которые относитесь и вы, смогли вот эту жизнь, сказать, относительно прожить так, как бы удачно, счастливо, можно сказать. Почему? Потому что как вот из школьных этих мы читали, что
как говорил Островский, надо жизнь прожить так, что в конце прожитой жизни не было мучительно больно за бесцельно прожитой жизнь. Поэтому я вам единственное хочу сказать, что если от нас что-то там зависит, и если вы нуждаетесь в наших наставлениях, наших, как у нас говорят, маслихатах, пожалуйста, мы всегда рады слушать вас. Мы здесь, вот Координационный совет у нас собирается всегда, вот, поэтому будем помогать, чем можем. Единственное, я вот хочу вам сказать, что пока здесь вы учитесь, надо больше учиться. Я вот до сих пор сам учусь, сам пишу, сам считаю тоже себя студентом еще в жизни. Вот, поэтому здесь очень много музеев, исторических мест. Это город, можно сказать, колыбель русской истории, русской культуры. Поэтому, когда мы знаем культуру народа, культуру города, в котором мы живем, нам легче будет общаться, понимать менталитет, язык, обычаи, традиции народа. И как мы будем относиться к этому народу, они также будут взаимно нам отвечать тем же любовью, тем же помощью. Вот. Поэтому я вот хотел бы еще раз поздравить вас с тем, что вы образовали такой молодежный совет в нашем координационном совете. Я думаю, что в дальнейшем наши ряды будут пополняться, и в дальнейшем совместно мы будем с вами работать и показать, что мы действительно являемся внуками наших великих царей, вот в частности, великий Кир, царь царей, который освободил тех же иудеев, евреев от вавилонского плена еще в 539 году, который считается, наши защитники прав человека, именно вот с того времени берет вот эта, значит, история вот, прав человека, в котором была в фарфоровом керамическом, значит, сосуде, где были написаны первые права человека. И поэтому мы должны гордиться своей историей, значит, своими выдающимися людьми, и должны тоже от себя оставить что-то должны сделать, чтобы нас тоже помнили и нас действительно уважали из-за того, что мы являемся очень древним и культурным народом, как и является народ Санкт-Петербурга. Да, пожалуйста. Я бы хотел вам задать вопрос в отношении того, что вы приветствуете молодежь, да, выступать в некоторых мероприятиях, какая-то финансовая поддержка с вашей стороны будет или нет? Давайте, наверное, как председатель, я только что выступал на совете, и мы сейчас занимаемся, хотим ставить памятник, да, Кучу-Иргитову. Это стоит деньги, и собрали достаточную сумму, да, чтобы это делать, потому что это, ну, чтобы вы понимали, что у нас организация, вот наш координационный совет, собрано 6 организаций, и оно координирует работу, связанную с нашими общими интересами, вот как государство Таджикистана, как народ Таджикистана. Не чьи-то вот конкретно там мы занимаемся там, например, развитием что-то, чего-то там, да, много, у каждого своя уставная задача, а наша общая. И мы сегодня не будем, у нас нету таких, например, в Координационном совете коммерсантов или там что-то люди с деньгами, что вот мы обещаем вам, что завтра будем это делать. Но я вам одно могу сказать. Вот когда мы собирались памятники, я сказал, что, ребята, соберемся и это будем делать. И вот я как председатель сказал, что вот и сегодня повторял, что это я взял на себя, это дело нужное. Вот 70-летие Победы, да, где участвовали наши дети, наряду со всем советским народом, у нас было в Таджикистане, наверное, самое маленькое население. Из Таджикистана, если не соврать, участников войны, наверное, может, 1 миллион тогда было таджикистанцев, но участвовали где-то несколько тысяч. И 22 человека присвоены звание Героя Советского Союза. Если это сопоставить с тем миллионами, да, и вот это дело, как бы честью, мы должны это делать. Я к чему это говорю? Меня хотят тем, что если вы будете какую-то программу делать, да, и будете составить смету, и оно будет действительно что-то достойное, мы будем искать и помогать вам. Но это не значит, что, ребята, завтра все ваши приходы, завтра вы придете, что скажете там 19 февраля, 14 февраля, день Валентина, и мы собираемся в дискотеку, и нам надо помочь. Нет, я просто говорю вам, потому что поймите, что мы вот
все, что говорим и делаем, мы должны говорить и делать. Сегодня достаточно людей с большой диаспорой, которые люди языками таджики живут здесь. Мы только 20 лет. Наше государство 20 лет. У нас вот миграция. Какую помощь вы конкретно будете предлагать для студентов и для защиты наших интересов наших граждан, соотечественников в Российской Федерации? И что будет, ну, например, у нас был один такой случай, что у нас избили студента, и никакой там посольства, никаких помощи не предлагало. Вот, можете такой вопрос? Ребята, еще раз вам говорю, что у нас есть почетный консул, здесь посольства нет, у нас есть почетный консульство. Почетный консул это отличается тем, что он гражданин России. Он не, вот если есть консульство, да, это представитель МИД, там, что дай Бог скоро нам откроют, но у нас есть почетный консул. Но его задача тоже, я просто за него не могу говорить, он когда будет, он вам рассказывает. У нас общественная организация. Мы от граждан Российской Федерации создали общественную организацию, и цель наша, да, это сохранение собственной культуры, обычаев и традиций, и передавать его будущим поколениям. Вот кроме вы тоже наши дети, вы приехали из дома, но у нас еще дети, которые родились здесь и выросли здесь. Вот мы им все это передаем. Господин Мигель, салам алейкум, меня зовут Мухаммад, я начальник службы безопасности муфтиот северо-западного города. Так, по поводу того, что вы обращались, чем можем помочь? По всем направлениям готовы еще раз помочь. Те же, которые нарушают ваши права. То есть, а те, которые начинают обидеть вас, и сразу будем участвовать. Сразу. То, что мы вам помочь, суббота, воскресенье можете прийти бесплатно. Учение. Арабский, у нас турецкий язык. Это соборный мечеть, 3-й этаж. Она бесплатна. Суббота, воскресенье. Можно адрес уточнить? Собор, Кромский дом 7. Соборный мечеть. Метро Горьковская, программа. Мечеть, да. Не, там есть, вот, там цивилизованно, вы там были очень нормально, там высоко, большими природы познавайте, нельзя, пожалуйста. А вы сами непосредственно обращались, когда вот что били, да? Ну, вот, Да, не, мы обращались. Кому обращались? К консульству. А почему никто не знает? А как зовут этот студент, который... Там он уже закончил и ехал. Давайте так, ребята, Нет, если вы... я просто пример привел, чтобы если такие ситуации, что сейчас, дальше вы я слушал, Независимо от того, ни на языке, кто вас обижает, вы даже правильно говорите. Я встаю. Телефончик оставьте. Наше государство из Таджикистана. Да. Деньгами помогает вам средства? Нам? Да, вам. Ребята, еще раз вам говорю, у нас общественные организации создают, общественные организации созданы на основе законов Российской Федерации. Это закон о некоммерческих организациях. И это создают граждане Российской Федерации и государство Таджикистана. Ну, как они могут помочь нам? Вот есть представители. И что ответить на мой вопрос, у меня вопрос, потому что, вот смотрите, есть ситуации такие, что, ну, например, если у ребят денег не хватает, чтобы адвоката снимать, вы можете создавать какую-нибудь контору, чтобы там адвокаты наши были, чтобы... Мы обеспечим вам юристы. Вот. И переводчика. Такие случаи, да, вот ребята, есть так, я смотрел, знакомиться, да, их с делами, что ребята взяли за косвенные улики, засадили за долгие годы. Просто за это смотреть и сидеть, ну я бы, знаешь, уже в последнее время уже не выдерживаю. Потому что мои земляки, моего народа, как собаку засудят. Очень. Ты где учишься? Я уже давно учился, я закончил в Таджикистане. Таджикистан? Да. Вот, понимаете, мы можем нервничать, мы можем головой бить об стенку. Вот что делать, но если мы не будем вот самоорганизовываться, вот только наверху, и мы сами, если не будем вот, показать, что мы единый народ, и мы можем отстоять свои интересы, да, никто нам не сделает. И поэтому мы вот создали этот совет, и потихонечку вот все, и вас призываем, и всех, которые кадры, да, вот сейчас ребята вот молодые, почему что? Вот у нас приехали, вот мы приехали, да, хорошо там они, вот
ребята, вот после нас это, нужны грамотные специалисты. Вот у нас есть представители, ребята, за один день ничего не делается. И зависит от вас. Я еще раз вам говорю, если у нас в академии, таможенной академии учатся, наверное, я не знаю, сколько там юристов и сколько там их. Но если мы элементарно не будем сами, да, вот правовые суды, почему-то за таджиков там, вот сейчас создали по переводчикам, да, организацию, узбеки выступают в качестве переводчиков. Это о чем говорит? Вот вы должны в массу проводить, что кто нас обманывает? Свои же, вот сейчас занимаются 236 паспортов обманутые таджики. Кто? Таджики же, никто чужого нас не делает. Поэтому мы должны своего народа учить законно жить. Прошло время, 23 года прошло, другое поколение, другая жизнь. Мир уже в другом русле. Мы должны, вот и ваша задача, каждому своим родственнику, вашему, у каждого есть родственники здесь, или так, объяснить что такое права и что такое жить по закону. Не так, что я почему фашизм мекнем мегадым. Это точно мекнем мегадым. Добра говорит. Сегодня уже другая жизнь. И мы все хотим, оно бархадо вот пойдет. Потом моя руда, а наша я руда позавтра. Так уже навык такие мысли, я буду бороться очень можно. Таджикам разрешено один день опаздывать. Поэтому мы не должны нервничать, мы должны двигаться. Вот ваша задача, то, что вот первое поколение, там вы жили, потом второй пришли, люди приехали зарабатывать деньги, семьи кормить. Надо было и сегодня кормить. Но ваша задача учиться, стать специалистом хорошим и защитить интересы. Вот у нас один был только в институте, да, вот, в прошлом году. Мы все гордились, у нас в институте востоковедения Рахмат Раимов работал. А когда мы приехали сюда, я когда здесь учился, в Академии МВД преподавали где-то 5 таджики, преподаватели были. У нас и вот вы не нервничайте, учитесь тут. вақтҳои охир бисёр мефаҳмам ки донишҷӯёни тоҷикро ба забони сугем депортатсия мекунанд. Донишҷӯёни тоҷикро депортатсия мекунанд. У донишҷӯ аст, ӯ дар ин ҷо хонда истодааст, аммо новобаста ба инро депортатсия мекунанд. Ман ду таашон мешиносам, ду нафарро ки бо ман зиндагӣ мекардам, дар як общежит ва дар як донишгоҳ мехондам. Яке аз онҳо бачаи лайоқаманд буд, донишаш нағз буд, бо 4-5 мехонд, овори нағз дошт. Донишгоҳро таъмин мекунад, ба Тоҷикистон меравад, тобистон таъмин намекунад. Сессияро закрит мекунад, ба Тоҷикистон меравад. Ва вақте ки бармегардад аз Тоҷикистон, дар шаҳри Санкт-Петербург билетро мехарад, меояд, дар шаҳри Санкт-Петербург мебинад ки ту как бы чёрный список ба ватилаги обратно вай роӣ мекунад Тоҷикистон. Вай рафт, вай хизмат гирифтам. Яъне гуфта метавонем ки ояндаи вай ба ча суҳбат мекард. Яъне на дониш, на диплом, ягон чиз надорад. Боз як ҳамкурси манро тоҷик забон ҳамин сол вай баъд аз каникули зимистона Тоҷикистон меравад. Баъд аз каникули зимистона Тоҷикистон меравад ва дар Тоҷикистон бошад. Вақте ки мехоҳад ки баъди аз 10 рӯз боз ба донишгоҳ баргардад, дар вай ва ҳангоми баргаштан ба ӯ билет намефурӯшанд. Мегӯянд ки нома дар чорни список аст, туро наметием, то есть туро 3 сола депортатсия кардем. Инро чӣ хел фаҳмидам? Ахалан ягон роҳе ҳаст ки ҳаминро камтар подпишет кунанд, яъне ки донишҷӯёнро ахалан сразу депортация не, ягон пешгирӣ кунанд, ягон наказание, ягон штрафу, на депортация. Раҳмат савол, раҳмат муфаҷозат. Маравад. Пас ҳама ями ҳозирин расонда мешавад ки дар Федератсияи Россия маъзани иттилоотӣ аллакай таъсис шудааст. Маъзани иттилоотӣ чиро дар назар дорад? Вақте ки вуруди Федератсияи Россия мешавед, аз шумо пурсон мешавад. Мақсади вуруд шудан ҳамин аст? Таҳсил, кор, сайёҳӣ. Мақсад аз он иборат аст ки вақте ки шумо маъзанда ки ворид шудед, дар шаҳр бигзор, масалан, як қоидаи вайронкунии маъмурӣ аллакай протокол омода мешавад, қарори суд мешавад, шумо фикр мекунед ки ҳамин хел гузаштааст. Лекин вайде ки воридӣ кардан, супоридан дар ҳамон маъзан аллакай вай ба тариқи автоматикӣ аллакай вай ворид мешавад ба чо. Оиди донишҷӯён бошад, аллакай дар давоми ҳамин соли 2014 аллакай 180 та масалан ҳамин
нисбати ами донишҷӯён аллакай маҳзан аллакай тоза кардагӣ буданд. Агар ки масалан ҳамин хел нафарҳо бошанд муроҷиат кунанд, агар дар инҷа бошанд манда муроҷиат кунанд, агар дар Тоҷикистон бошанд вазорати меҳнат да муроҷиат кунанд, аллакай барои донишҷӯён нафарҳои масъуле ҳастанд ки дар муддати 20 шабона рӯз аллакай бая аз маҳзан оиди масалан мамнӯъшудагон мебардоранд аз рӯи харҷ. ин иттилоъра ҳама дорад бачаҳо. барои масалан агар ки аскарӣ рафтан шуна худотон ҳаматон медонед вақти таҳсил да бошад, ҳуҷҷатҳо бошанд, ҳуҷҷатҳои расмӣ бошанд, пешниҳод кунед ва я аз масалан хизмат боз медоранд, ягон проблема нест. Арама дигар савол бошед. Я студент, например, хочу подрабатывать в Екатеринбург. Но так как я студент, мне позволяет уже получать разрешение на работу. Можете ли мне помочь чем-нибудь или... Значит, студенты очного обучения, формы очного обучения, имеют право без оформления патента или разрешения на работу работать на работе, которая сопутствуется с обучением, по специальности, которой он обучается. Он имеет право подработать именно вот в этом направлении. А другие работы, которые не относятся к его обучению, диплому, который он получит, да, он не имеет права. Какой закон? Ну, пользуясь моментом, барои подработка муроҷиат кунед. Ин ба тариқи ғайри расмӣ вай мекунад, ёрдамтон медиҳад. фаҳмо? раҳмат гулубо. вале ки мура дастгирӣ мекунад. ба саҳми шумо расонда мешавад ки вақти мо ҷавон будем, муро дар рӯз ёдам аст, мо масалан ҳамин барои ягон куртаи нав харидан ё киштими нав харидан рафта вагон мехамонидем бачаҳо. ин рӯз вокзалҳо ба рафта кор мекардем бачаҳо. ин дар ин ҷадам ҳамин хел аст. бачаҳо ин ҳамин чорчӯбаи қонуна риоя кунед, бачаҳо ҳамаш назм мешавад. ҳамин даст ба гиребон дашед. вақте ки шумо вориди як дигар кишвар мешед, бояд урфу одат, қонуну қоидаро бояд ҳамамон бояд риоя кунем бачаҳо. ҳамина аз фаромӯш накунед. ҳама дигар савол. Просто можно вот секунду. Мо ози масъаларо мебинем, саволи додагии шуморо мо маҳзани ҷойҳои кор барои студентон мо мувофиқа мекунем. Мо роҳбариятон гап мезанем. Ҳамзаи Манчева гап мезанем ки ҳамин хелам метавонад вайсна. Мебахшед. Я не студентка, но я хотела поступить финансово. Я не смогу это себе позволить, так как стоит очень дорого. Я узнавала про квоты, про льготы. Могу ли я это как-то получить? Можете ли вы мне в этом помочь, чтобы поступить здесь, в Санкт-Петербурге? У вас есть высшее образование? У меня нет, у меня только 11 класс среднего. Вы гражданка Таджикистана? Да. Вы хотите по квоту Таджикистана поступить сюда? Хоть какую-то льготу, хоть по какой-то льготе поступить. Хоть какой-то шкаф, что вы? Я хотела поступить в юрфак на юриста, но везде, во всех учебных заведениях, по крайней мере, в РТА последний, где я узнала, там стоит примерно 50 тысяч. Вне зависимости от очной и заочной формы стоимость одна и та же. Но это для меня очень дорого. Я не могу. Спасибо за вопрос. Гуманитарный, я просто вам помогу учить. Гуманитарный пойдем в университет. Это полюс русский печать 9, если интересно. А какие профили там? Там нету. Там платные, экономически платные там. Тоже платные. Да кому-то платно, на кому-то. Честно, мы помогаем. Это нам Азербайджан. Поэтому обращаться. Сейчас, один момент. Ребята, вот дело в том, что у нас тут в городе... 8904. Запишите телефон. 9800. Да. Да. 800. Потом. 8904 55 89 800. Если когда недоступно, у меня офис захожу, там просто ключик номера у нас. А потом сразу передоступно. Всегда она работает. 24 часа. Звони. Мне Мухаммад. А отчество? Да? Отчество. Я еще Мухаммад. Да,
относительно вашего вопроса. Дело в том, что у нас тут в городе Санкт-Петербурге работает, является официальным представителем Министерства образования Республики Таджикистан Саторов Фарух. Я завтра, например, с ним свяжусь, и относительно вашего вопроса, если вы оставите мне свой телефон, я вам самый там сообщу. Я перебиваю, еще если есть хороший спортсмен, могу лезгинг поставить. Сколько тоже есть хороший. Поднимать час, смотри, вот и поступать, мы даже не должны учиться, и даже мне подписывать. Просто подарок. А? Через день пообщаться. Мое направление, честно, я говорю, я вообще по безопасности работаю, другой направление. Ну, выйду на будет, не без этого обязательно. Дело в том, что вот сейчас, в настоящее время, сейчас мне сообщили, что сейчас по линии высших учебных заведений составляется заявка. Если данная, например, если данная специализация, она войдет в эту заявку, то есть представители вузов Санкт-Петербурга выезжают в Министерство образования Республики Таджикистан для предоставления квоты. Если это будет, например, у нас информация, мы можем вас рекомендовать без проблем. Мы, например, это было в феврале, да? Мы в феврале месяце, мы собирали вот фамилии, имена, чтобы их включили в квоту. Представляете, вот вы, данный случай ваш подходит к этой программе. Так что, если что-то, можем оказать содействие. Вопрос. На гражданственном брата тоже он может получить квоту и учиться в Санкт-Петербурге? У нас русская и гражданство. За счет квоты Таджикистана имеете в виду? Да, конечно. Без проблем, да. Я вас еще раз вам сообщаю, что в настоящее время составляется заявка вузов Санкт-Петербурга. То есть вузы сами выделяют квоты, а это все оформляется там в Министерстве образования Республики Таджикистан. Если, например, мы дадим справочку, что данный гражданин имеет желание, тут есть, например, сдача экзаменов, вы должны сдавать экзамены в Министерство образования Республики Таджикистан. Но так как является туда официальным представителем, он может этот вопрос решить, и может быть, преподаватель в составе этих вузов у вас тут примет. Одним словом, этот вопрос можно как-то прояснить. Спасибо. Как можно получить двойное гражданство? Очень хороший вопрос. Вы на каком курсе гражданства? Вы на каком курсе? Я сейчас на 3-м курсе. И где вы учитесь? Российское государство. Тем более, значит, выпускник российских вузов имеет полное право для получения того же гражданства. А какие документы? Там же раньше было. Сейчас это учитывается. Можем как бы оказать содействие в данном вопросе. Знаешь, каким образом окажем содействие? Когда после Нового года выделяется квота, и люди там стоят в очереди, знаете, да, каждый год, который дается квота, определенное количество. Значит, у нас была договоренность с капитаном Воронина, где выдают квоты, для студентов назначен определенный день, чтобы других не принимаем. И вот тогда можно зайти туда, показать все свои документы и получить вот эту квоту. Но там будет очередь из студентов, только студенты будут. Единственная пока возможность это. Сейчас же по районам же разделяют квоты. По районам, но там капитан Воронин имеет право организовать такие. Мы Сейчас один момент. У вас в вашем вузе международный отдел есть? Да. Обратитесь сюда и все. Вам конкретно уже объяснят, что к чему. Да. Вот вы сказали, как студентам получить гражданство Российской Федерации, правильно? А я не студентка, я работаю, у меня разрешение на работу. Как мне получить? Как мне подать документы для получения гражданства РФ? Ну, вам надо выйти замуж. Все, больше нет выхода. Тут есть, так, сейчас, один момент. Ребята, так. Процедура ежегодно, процедура получения, например, РВП, то есть это разрешение временного проживания, вид на жительство и
все вопросы к этому вопросу с января по июль месяц это решается. Вот вы должны, как бы, например, на капитана Воронина обратиться и подать там соответствующий вот, как бы, вот, перечень документов, сдать. В прошлом году я также стояла в очереди для того, чтобы получить квоту. Но это невозможно. Почему? Потому что Так, там чуть не убили людей. Они распределили по районам, по ленобластям и так далее. Я стояла во Всеволожске, там был, у меня даже видеозапись есть. Там около дверей просто такая драка была. Там не важно, ты девочка, ты женщина, ты ребенок, тебя просто растоптают. Вот и все. Один момент. Сейчас, я вот справочно вам даю информацию. Я представитель миграционной службы Республики Таджикистан. Это ваши вопросы обращены к представителю ФМС. Сейчас Федерации. Еще раз, то, что вам говорят, весь мир, я больше информации говорю на третий город, они тоже вот это, больше. Территория война, Мурманск, Калининград, Россия взял полностью. То, что вам говорят, все нормально, там очередь, это здесь сделали, в понедельник был, по-моему, таджиков, тоже был узбеки, киргизы, на капитан Варна. Там капитан был, конечно. Не знаю. Это все обман. Еще раз говорю. Если 2-3 человека пройдет, в этом году тоже все будет. Остальные проданы уже заранее. Было в этом году 250 тысяч квот. Скажем, было где-то 150 там в городе, а 100 по области. Да. Уже там вот продано. Нет. Только января, поэтому я говорю, только туда, если через знакомый туда пройти, если доживем до января, дайте знать, там местный начальник службы безопасности, это такой высокий парень. Попросим, чтобы помогли вам. Только так. Двойной гражданство? Нет, двойной гражданство. Вы получаете паспорт, когда вот момент протокола. Они говорят, хотите иметь двойное гражданство? Такого не дали шанса вот сделать, как и мой друг. Вообще двойное гражданство нет. Чтобы вы знали. В каждом паспорте написано только хозяин паспорта, например, является такой страной. Там не написано, он не является и гражданином Казахстана, и гражданином России. Нет. Там поэтому просто вы имеете и гражданский паспорт Таджикистана, который может там ходить, и российский паспорт. При этом не отказывайся от своего. Просто... Вы можете отказаться, можете не отказаться. А заставляет отказаться? А зачем отказаться? Ну, заставляет. Если я это такого, что отказались. Это не делай, вот. Я сейчас из Мурманска, парень приехал сюда, да, ему надо будет сразу сказать, что если не откажешься, мы не можем тебе дать гражданство. Потому что он долго к этому шел. А он с какой гражданин, какой страны был? Сам в Петербурге. Нет, он раньше какой гражданин был? Это Таджикистан. Нет, значит, это регулируется межправительственными соглашениями. Значит, есть пока это соглашение такое Российской Федерации только с двумя странами. Это Республика Таджикистан и Республика Туркменистан. Пока больше ни с кем нет. Поэтому, когда гражданин Таджикистана получает российское гражданство, то ему необходимости нет отказаться от гражданства первой страны. Если кто-то просит, то они не знают закон, им надо сказать. Если кому-то надо, я могу дать вот это постановление о двойном гражданстве. И сотруднику ФМС покажет, что у нас есть межправительственное соглашение, по которому мы не обязаны отказываться от второго гражданства. Единственное здесь, вот Государственная Дума приняла закон до 4 октября 2014 года надо было подать уведомление в ФМС Российской Федерации о том, что у тебя имеется второе гражданство. Посмотри, сейчас он женился, а он сейчас не может ехать там сидит. Из-за того, что у него брак стоит в этом паспорте российском. Это другой вопрос. Ну, потому что вот... Многоженство везде карается. Да, один момент. Ребята, вот, дело в том, что вот в данном случае, если сотрудник ФМС России не знает своего законодательства, это вопрос к нему. Но наше, например, правительство подписало соглашение, и мы имеем право. И наши граждане, когда получают российское гражданство, они не обязаны отказываться от своего гражданства. Можно еще? Пожалуйста. Мой папа гражданин Российской Федерации, а как могу я как-нибудь получить паспорт в Санкт-Петербурге? Как? Повторите, пожалуйста. Мой папа сейчас сам, он... Нет. Тебе 18 лет уже есть, да? Давно. Если не имел бы 18 лет, твой брат может получить, а ты уже совершеннолетний. А как я могу? Я сейчас... Только когда твоему отцу исполнится 63 года. Тогда ты можешь. В данном случае, я нужно получить то, что имеете. Только по ходу. Только по ходу. Не, просто такой случай, что
там ребята тоже 25 лет, но тоже по отцу получил Если ты будешь за пределами, обратишься в российский консул, тебе могут оттуда загранпаспорт российский дать. И только на рассмотрение консула или посла. Вот могут тебе российский паспорт, загранпаспорт дать, а потом ты туда приедешь, получишь внутренний паспорт уже. Да. И если вы хотите, не выезжая из Санкт-Петербурга, получить гражданство, пускай ваш отец представит справку, что он не трудоспособен. Да. И все. Или инвалид. Времени нет трудоспособности. Какие еще вопросы? Тут вы не забывайте одно, что вы, вот это самое, Дом национальности является казенной, государственной, так что это, возможно, тут будут записывать ваши речи и будут обсуждать вот в кругу руководства данного предприятия, вот что целесообразности вам предоставления этого помещения. Имейте в виду. Смотрите, студенту можно получить двойное гражданство, да? Да. Получается, я квотник, и за меня платит мое правительство. Да. Могу ли я на втором курсе получить гражданство или нет? Потому что если я получаю гражданство, это означает то, что я уже не квотник, я сам за себя получил. Я продолжаю быть квотником. Да. Это не играет, да? Садитесь, да, все. Спасибо. Женитесь, плодитесь, пожалуйста. Квоту вы не теряете. Да. Квота тогда теряется, ребята, когда с руководства вуза пойдет в Министерство образования какая-то бумага относительно вашей некомпетенции. Вы вот это поймите правильно, что сейчас квотников сейчас в программе «Дурак Шандагон» взяты за как бы контроль, чтобы они действительно должны, «Дурак Шандагон» это наши звездочки. Когда вот тут вы учитесь, вы должны как бы обогащаться и не терять зря время. Так, давайте тогда минуту.